Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 12 января. Мы с вами смотрим карту дня, все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. Значит, смотрим на колоде пасьянс. Почему? Потому что день обещает быть достаточно мирным, спокойным. У нас с вами он будет идти под арканом умеренность. Умеренность — это всегда в меру, это всегда спокойно. Видите, тут нарисован ангел. Как бы в этот день нас оберегает, защищает каждого из нас ангел-хранитель. И ничего плохого с нами точно произойти не должно. Вообще в этот день может все как-то, знаете, дела могут медленно идти, какие-то встречи могут переноситься. В общем, в этот день нужно расслабиться и никуда не спешить. Ну, давайте посмотрим, что это у нас с вами будут за события. Первые овны. Овны, 12 января, понедельник. Смотрим, 12 января, овны, понедельник. Это что такое? Так. Овны, 12 января, понедельник. Что-то у вас карты вообще непослушные. Вообще не про спокойствие. Сразу же выпадает первое событие друг. Чемодан. Друг и чемодан. Может, к вам в гости друг приедет на какое-то время погостить. Сложный выбор, весы. Колокольчик, пустые разговоры. Может быть, будете, кстати, еще как вариант с другом, можете обсуждать какую-то разлуку. Разговоры, выпадают разговоры, друг, разлука. Да, общаемся, разговариваем на тему какого-то расставания, разлуки. Ключ. Важный выбор, важный выбор. Казенный дом. Какое-то важное дело будет в госучреждении, может быть, в понедельник. Так, проверяем теперь, что у нас здесь. О, есть ножницы. Решение вопроса. Это хорошо. Ножницы в казенном доме. Дальше нет, 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 нет. Здесь нет. Получается, у вас в этот день выпадает решение вопроса. Кстати, вот у нас по аркану умеренность дела решаются очень легко, вот как бы без приложения каких-то усилий с нашей стороны. Без прикладывания. Дальше общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, разлука с кем-то, сложный выбор. Ключ показывает, что все будет зависеть от вас, все в ваших руках. Также могут быть важные события и посещение госучреждения. В принципе, у вас, видите, день очень даже хороших, плохих событий вам не выпало здесь. Благодарю за внимание, овны. Переходим дальше к тельцам. Сейчас будем смотреть, что у тельцов. Сейчас складываю в разные стороны события, которые выпали, чтобы они не повторялись у другого знака. 12 января, события дня, тельцы. Угу, сразу же первый цветок. Супер. В понедельник, 12-го. Угу. Свиток.
тут, к сожалению, расческа. Деловая встреча, неприятность. Угу, и нерешенный вопрос. Скорее всего, если у вас какая-то встреча важная назначена, произойдет неприятность, вопрос не решится для вас. Так, сейчас, секундочку. Угу. Извиняюсь, отвлекли меня. Так, о, машина. А может быть неприятность, связанная с дорогой. Еще как вариант. Или еще знаете, как может быть? Допустим, вам надо на деловую встречу, а карта показывает, происходит неприятность в дороге. Вы просто на эту встречу не попадаете, и вопрос не решается. Можно и так прочитать. То есть тут как бы вариантов развития событий много. Рыбу нельзя. Здесь нет, 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 нет. Нет, и здесь тоже не вижу. Значит, я нашла у вас 5 событий. Первое. Исполнение желаний, исполнится какое-то желание, суперское событие. Дальше. И 4 предупреждения. Не, ну давайте так, не 4, 2 предупреждения. Если называем все события отдельно. Исполнение желания, деловая встреча, дорога, неприятность, нерешенный вопрос. Потому что вот неприятность, нерешенный вопрос, они могут проиграться совершенно в других там где-то событиях. То есть у вас будет нормальная дорога, нормальная встреча, а неприятность в другом месте. Поэтому, конечно, лучше называть события отдельно, не привязывая друг к другу. Ну, вот, по крайней мере, я так стала в последнее время делать, потому что у вас много, и у каждого может быть по-своему. Ну, вот если брать, то как бы 3 события из 5 хорошие. 2, конечно, предупреждения. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу я к близнецам. «12 января». 12 января, близнецы, события дня. Угу. Первое событие — яблоко. И болезнь. Слезы, болезнь. Возможно, здесь будет какая-то острая боль, как вариант. Может проиграться. Новость, информация. Дерево. Приглашение, здоровье. Лебедь. Шарики нельзя. Свиток нельзя, ведь карта зафиксирована. Якорь нельзя. Подсвечник можно. Так, смотрим, значит, что у вас выпадает. Все события по отдельности рассказываю. Первое — слезы. Но слезы могут быть и радости. Слезы. Дальше какая-то новость, которая может вас очень сильно удивить, шокировать. Может прийти в электронном виде. Дальше болезнь, тема здоровья может подниматься в понедельник. Приглашение, гармоничные отношения в паре и надежда на этот день. Ну, как бы из минуса болезни, слезы. Хотя слезы иногда проигрываются хорошим событием. Так что такие события для вас. Благодарю за внимание. Переходим к ракам.
12 января, понедельник, события дня, раки. Угу. У вас сразу выпадает казенный дом. Понедельник. И конверт получения. Что-то будете получать в госучреждении. Или отправлять, или получать. Угу. Еще есть роза. Череп есть. Кстати, может быть, госучреждение, может быть, это больница. Смотрите, больница, здоровье, какая-нибудь справка, выписка. Так, дальше здесь есть еще подкова, удача. Вам повезет. Может быть, получите какую-то справку очень быстро. Пройдете комиссию какую-нибудь. Бабочку нельзя. Ну и горизонталь, вертикаль я не вижу. Получается, если называть события отдельно, то у вас выпадает посещение госучреждения на понедельник, получение чего-то. Ну, чаще всего это какой-то справки, бумаги, может быть, новости, денег, может быть, посылки. Приятная встреча, свидание, удача, везение в этот день, подкова, удача у вас в кармане. И тема здоровья. Также в понедельник может проигрываться. Можете заниматься здоровьем. Вот такие события для вас. Ну, так как выпала рядом удача, то, возможно, как раз это как-то сыграет вам на руку. В здоровье это удача. Ну, самое главное, что ничего плохого не выпало. Всякие там неприятности, обманы. Этого ничего не было. Благодарю за внимание. Переходим к львам. 12 января. Львы. События дня. Угу. Первое, что я вижу, шарики. Цветок, ух ты. Роза. Угу. Венок лавровый. Цепь и рыба. Ну, тут, конечно... знаете, как тут может быть? Нерешенный вопрос, но благодаря хитрости, да, вот как рыба, как уж на сковородке, через какие-то выкрутасы можно добиться успеха и вопрос решить. Но тут надо вот какими-то такими хитрыми путями идти. По рыбе скользкое дело. Ну, то есть там где-то взятку дать, где-то там, не знаю, на что-то глаза закрыть. В общем, нарушать закон, так сказать. Дальше у нас чемоданчик с вами. Угу, мешок с деньгами. Здесь же, да, где нерешенный вопрос, успех. Ну, горизонталь, вертикаль больше не вижу. Значит, не сказала, подарочек здесь нельзя, потому что, видите, эта карта, она уже была зафиксирована. Я не могу ее крутить вокруг своей оси. Значит, у вас в понедельник основные события это хорошие новости вас ждут.
радостные, исполнение желания, приятная встреча, свидание даже может быть, успех в делах, нерешенный вопрос. Вот тоже, да, тут интересно. С одной стороны успех, а с другой стороны вопрос нерешенный. Либо это разные, да, какие-то дела, где одно решается, другое нет. Либо здесь вот такая подсказка, что нерешенный вопрос через скользкое дело может быть достаточно успешным. Временная разлука, расставание и деньги. В этот день, ну, по мешочку скорее расходы, когда мы деньги тратим. В этот день будете тратить. Так что из предупреждения вот только рыба. Скользкие делишки у вас могут быть в понедельник. Благодарю за внимание, львы, и перехожу к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. «12 января». События дня Девы. Угу. Первое сразу свиток выпадает вам. Подарок. На какой-то важной встрече можете подарочек получить. Презент, подарок, знак внимания какой-то, знаете. Может, к вам подлизываться будут через подарочки. Шарики. Угу. Замок. Угу. Удача. Ну, кстати, вот ангел очень часто как раз показывает о том, что в этот день человеку может сопутствовать удача. Так, ну я так вроде больше как не вижу. Если вдруг вы что-то увидите, вы очень наблюдательные и вы можете, тогда у вас это проиграется. Вижу. Вот то событие, которое вы найдете, а я нет, у вас может тоже проиграться. Так, здесь нет, нет, нет. Ну, вроде бы не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас может быть деловая встреча, деловая рабочая, подарок можете получить или подарить, а может быть вы поедете на встречу, да, с каким-то презентиком. Дальше удача, день для вас будет очень удачный, вы получите хорошие новости, у вас может быть тайная встреча в этот день, но замок показывает, что тайна откроется. То есть если встречаетесь в тайне вы от кого-то, то эта тайна откроется и да, ничего не получится у вас скрыть. Или если в тайне пытаются от вас кто-то где-то встретиться, тогда в любом случае все равно тайна показывает, что вы об этом узнаете, и ничего не выйдет. Так что лучше никакие тайны в этот день не устраивать мадридского двора. Ну, в общем, в принципе, я не считаю, что день у вас тут плохой. Вот эти какие-то тайны, если вы этого избежите, то у вас будут хорошие новости, будет удача и будет какая-то важная встреча. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Весы. 12 января. 12 января. События дня весы. Угу. Чую, что что-то пропустила. Месяц пропустила.
конверт. Дальше смотрим. Ой, господи, промазала. Угу. Молния. Кровать. Так, здесь, значит, есть еще метла. Есть будильник. Проверяем теперь вертикали. Здесь нет карточки, здесь нет, здесь нет, 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 и здесь не вижу. Значит, у вас получается первое событие месяц. Это события, которые имеют цикличность и постоянно повторяются. Каждый месяц с вами происходит. Это может быть 12 числа. Дальше будильник. Будильник предупреждает вас о том, что в этот день нужно правильно распределять время. Иначе вы можете спешить, опаздывать, долго ждать, какие-то встречи будут переноситься. В общем, со временем может быть беда. И ангел времени тоже нам об этом говорит, о том, что в этот день очень важно не спешить. Ну вот, как бы дать событиям возможность разворачиваться так, как они, да, вот разворачиваются. Не ломать, да, скажем так, через колено какие-то ситуации. Не идет, не идет. Да, вот, идет быстрее, окей, да, вот подстраиваемся под этот ритм. Дальше, значит, у вас может быть ссора в этот день с кем-то, может быть получение, может быть какая-то новость невероятная, ошеломительная, да, по молнии такая, знаете, как гром среди ясного неба. И интимная связь. Ну, кровать еще может проигрываться также желанием пораньше лечь спать, как вариант. Или это могут мысли об этом быть, разговоры об этом, то есть не сам процесс, а может быть просто, да, вот в этом направлении мысли. Так что вот такая информация для вас. Получается, из предупреждений. Моя задача это предупредить, да, хорошие события, как бы всегда рады. Из предупреждений ссора и время. Вот это два таких моментика на понедельник. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Так, скорпиоши, смотрим. 12 января, понедельник, события дня. Января, понедельничек, события дня у скорпионов. Как у них пройдет этот день? Покажите мне. Угу. Первое, что я вижу, нерешенный вопрос. Замок нельзя. Ага, и неприятность сразу тут же. Ну, может быть, это она и есть, это неприятность, то, что вопрос не решается. Но как раз, вот как я говорила в начале видео, ангел времени может все затягивать, да, не дает решения этих вопросов. И важно тут не сопротивляться. Ну, не решается и не решается, и Бог с ним, да, в другой день решите. А вот вам, пожалуйста, и решение. Да, просто надо немножко подождать. Хотелось бы в 8 утра все решить, а карта говорит, ну нет. Ангел времени все растянет, и, возможно, решится все аж после обеда. Тут главное, знаете, как расслабиться и не нервничать. От нервов ничего не изменится. Чемодан. Так, ну давайте проверять горизонталь, вертикаль. Не вижу я ни горизонталь, ни вертикаль. Не вижу. Получается 4 события. Первое, сразу же, нерешенный вопрос. Дальше, неприятность. И решение вопроса. Да, прям подряд друг за другом. Я думаю, что, как я вам сразу сказала,
Если у вас вдруг что-то с утра пойдет не так и будет не получаться, да, вот прям вы сталкиваетесь с этой неприятностью, то не нервничайте, расслабляйтесь и просто ждете второй половины дня. И тут, видите, по ножницам решение приходит. Просто оно как резина будет все растягиваться. И также еще в этот день может быть разлука с кем-то, временная разлука, расставание, либо наоборот встреча после разлуки. Если давно с кем-то не виделись, можете увидеться. Так что такие вот события. В общем, ну ничего такого, интересненького ничего. Главное предупреждение — это то, что иметь терпение надо в этот день вам. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. «12 января». января, стрельцы, события дня. Скользкое дело, первая рыба. Дорога, слушайте, не очень хорошее сочетание. Скользкое дело и дорога. Скользкая дорога. Либо в дороге можете попасть на каких-то мошенников. Череп. Ага, цветочек, хорошо. Не только плохие события, хорошие тоже есть. Вот, пожалуйста, лебедь. Угу. Ссора, и после ссоры может быть, видите, по здоровью вопросы. Плохо себя можете чувствовать после ссоры. Так. Здесь не вижу. Значит, рассказываю. Отдельно называю каждое событие. Первое событие — скользкое дело. Разного рода мошенники, аферисты. Кто-то может вас обманывать, втягивать в какие-то истории. Поэтому будьте начеку в этот день. Можете и вы, кстати. Иногда это мы, да, кого-то втягиваем в какие-то истории. Так тоже проигрывается. Дальше у вас выпадает дорога. Гармоничные отношения в паре, исполнение желания, ссора выпадает в этот день и какие-то вопросы по здоровью тоже могут быть. Допустим, может ухудшиться самочувствие, можете заболеть, будет какая-то острая боль. Или, допустим, если вы уже записаны к врачу на 12, то просто карта может показать, что идете к врачу, допустим. Так что такие события для вас. Благодарю за внимание. Переходим к козерогам. Сейчас будем с козерожками разбираться, что к чему. Козероги, 12 января. 12 января, события дня, козерожки. Угу. Вот прям чую, что-то я пропустила. Поэтому и приостановилась. Да, зависла. Яблоко, подкова. Угу. Слушайте, слезы и череп выпал. Слезы здоровья. Может, что-то будет болеть у вас.
удача, успех рядом. Может быть, успех будет благодаря удаче. Угу. И змея. Кстати, змея может показывать медиков. Тем более рядом с черепом. Медсестра, врач. Время. Тоже для вас предупреждение в этот день. По времени. Победа. Так. О. Интересно, что многим выпадают гармоничные отношения в паре в этот день. Да, этот день нужно посвятить отношениям. Бросить все дела по карте умеренность и провести его очень спокойно. Так, значит, смотрим, что... еще есть маска, пропустила я. Маска. А может быть, это доктор в маске, как вариант. Ну, либо обман и змея. Либо вы попадете на какого-то человека, который как змея будет вокруг вас виться. Да, вот как змею пригрели на груди. Можно еще так прочитать. В общем, рассказываю каждое событие отдельно. Первое. Яблоко, слезы. Дальше удача, успех в делах. Тема, связанная со здоровьем, будет в этот день. Общение с медиком, либо с человеком, у которого длинный язык. Обман. Обман, маска. Дальше победа. Гармоничные отношения в паре. И будильник показывает, что по времени могут быть вопросики в этот день. Какие-то ситуации могут решаться долго, какие-то наоборот быстрее. В общем, время будет то сжиматься, то растягиваться. И очень тяжело в этот день, да, вот с этими энергиями бороться. То есть очень важно как бы отдаться этому течению, не сопротивляться. Если надо ждать, спокойно ждем. Надо ускориться, ускоряемся, да, вот без психа и нервов. Потому что ангел времени любит пошутить с этой темой. Так что такая вот информация для вас на этот день. Благодарю за внимание, козерожки. Так, сейчас секундочку поставлю паузу и будем смотреть. У меня еще 2 знака на повестке дня. Так, секунду. Смотрим. Водолей. События для вас. 12 января. Так, Водолей. Поехали. Понедельник, 12. Угу. Может быть, у вас какая-то встреча важная. Угу. Поездка. Дорога. Может быть, даже придется ехать на эту встречу. Больше ничего не показывают. Весы нельзя. Слезы. Тут непонятно какие. Рядом событий нет. Непонятно, радости это слезы или печаль. Ага, победа. Нет, наверное, радости. Так как победа есть. Месяц. Может быть, вы уже не один раз к этому вопросу приступали. Месяц может показывать цикличность. Да, вот эта встреча, она уже там не первый раз происходит. И новости. Либо придет какая-то информация по молнии, которая имеет цикличность. Так, сейчас я пробегусь, посмотрю еще здесь. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу.
Значит, первое событие. Первое у нас с вами выпадает встреча. Деловая важная встреча. Дальше поездка может быть в этот день. Дальше победа будет в этот день. Слезы будут, ну, скорее всего, радости. Ждет какая-то новость. Новость, которая вас ошарашит. Да, вот по молнии это прям что-то такое невероятное. И месяц – это событие, которое постоянно с вами происходит. У него есть какой-то цикл, ну, да, у этого события есть периодичность. Допустим, там каждый месяц 12 числа вы там что-то делаете. Или там раз в квартал 12 числа вы что-то делаете. Вот это вот будет у вас в понедельник. Так что такая информация для вас. И у вас, видите, тут вас ждет какая-то победа 12 января. Успех в делах, я так понимаю. Хорошо. Смотрим рыбок. Сейчас посмотрим, что будет у рыбочек. 12 января. Рыбы. События дня. Покажите мне, как понедельник, 12 января пройдет для рыбок. Что у них будут за события? Ну, у вас какая-то тайная встреча намечается. Ножницы. Колодец. Не очень хорошее событие. Колокольчик. Угу. Успех, печаль. Ну, разве с успехом должна быть печаль? Вот скажите. Тут понятно. Тут рядом успех, неприятность, поэтому печаль относится к неприятности скорее. Понятненько. Ага, и вот тоже подсказка, обман. Может быть, тайная встреча от вас обманывает, и кто-то куда-то идет. Неприятность для вас – это и глубокая печаль. Успех, подарок. Так, ну и проверяем, конечно, здесь, что у нас с вами. Деньги. Мешок с деньгами. Встречу нельзя соединить. Это нет. И здесь есть еще корона. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает какая-то тайная встреча на этот день у вас. То ли вы в тайне встречаетесь, то ли от вас. Тут как бы сложно сказать. День пройдет, будет понятней. Дальше мешок с деньгами. Решение вопроса. Влиятельный человек. Скорее всего, благодаря какому-то влиятельному человеку решится у вас вопрос. Дальше неприятность, разочарование, печаль, обман. Вот это, возможно, одно событие. Неприятность, обман, ну и, соответственно, разочарован этим обманом. Маски. Часто маска показывает, что срываются маски, и вы видите, что кто-то вас обманывал. Поэтому тут вот возможно раскрытие такого обмана. Хорошее, что еще выпало? Успех в делах, подарок и пустые разговоры. Ну вот у вас, видите, в делах идет хорошо, решение вопроса, успех, какой-то подарочек, деньги, влиятельный человек. В делах супер. Но вот в отношениях с кем-то обман, пустые разговоры, ни о чем, понимаете. То есть, возможно, вскроется какой-то обман в этот день. Но с другой стороны, это тоже хорошо, правильно? Лучше знать правду, чем ходить, да, вот в дурочках или в дурачках. Поэтому это тоже, я считаю, что в принципе это тоже хорошее событие. Так что вот такая информация для вас. А иногда, кстати, это и мы тоже. Это ж может быть и мы на себя одеваем маски. Допустим, нам надо, у нас настроения нет, у нас произошла неприятность, настроения нет, печаль, а нам надо там с кем-то встретиться, да, у нас встреча. И мы на себя надеваем маску, да, вот эту улыбку натягиваем, что типа у нас все ок.
и идем. Поэтому может и так и у вас проиграется. То есть тут как бы по-разному может быть. Маска также может быть, допустим, идете к косметологу, масочки делаете, или сами себе дома какие-то масочки делаете, тоже маска проигрывается. Идете в театр на представление, это тоже маска. То есть тут очень важно понимать, что события могут проигрываться, да, вот не только так, как нам здесь автор написал, что это только обман. Нет, я, да, вот уже из практики видела, разное проявление вот этих событий. Я стараюсь вам по каждому проговаривать, например, там метла это не только ссоры, это еще и уборка, да, может быть. Поэтому тут вот, да, уже события себя показали с разных сторон за такое долгое время. Возможно, у вас вообще как-то по-своему проигрывается. Ну, да, вот, если кто меня смотрит постоянно, вы могли заметить, как у вас эти события вообще что-то свое показывают. И, в принципе, мои объяснения вам вообще не нужны, да, вы сами видите, уже знаете, что будет. Так что, рыбки, такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.